Место встречи жителей разных городов нашей огромной страны. Под таким лозунгом в Якутске запустили портал от ВКонтакте. Установлен он на площади Победы, и любой желающий может связаться с жителями других городов. От Москвы и Петербурга до Дербента и Хабаровска. Воспользоваться порталом прямо сейчас пытается и мой коллега Петр Васильев. Он на прямой связи с нашей студией. Петя, приветствую. Куда отправимся сегодня? Сергей, приветствую. Действительно, сегодня мы с тобой постараемся побывать сразу в нескольких городах нашей большой и необъятной страны. И все это благодаря вот этому синему порталу, который вы видите за моей спиной. Это ВК-портал, и для начала предлагаю познакомиться немножко с историей этого проекта. Вот установлен он сегодня на площади Победы в республике. Это уникальный мультимедийный проект, благодаря которому любой желающий может за несколько секунд оказаться в одном из 10 городов России и пообщаться с его жителями. Например, давно мечтали побывать в ночном Петербурге, или же в Москве, или же с утра, допустим, поболтать с жителями Новосибирска, а вечером уже знакомиться с Калининградом и его достопримечательностями. Все это стало возможным благодаря ВК-порталу, проект от компании ВКонтакте. Теперь все это доступно, не выезжая за пределы даже Якутска. Вот, например, на своих экранах вы сейчас можете видеть, как хабаровчане находятся на связи со Ставрополем. Жители активно общаются между собой, и опять же в режиме реального времени. Вот уже Самара, причем Самара, как вы можете видеть, очень массово принимают участие самарцы, и с большим воодушевлением, и дети, и взрослые. А пока мы ждали подключения, мы уже успели пообщаться с Иркутском и даже с Челябинском. Это все, конечно, осталось за кадром. А сейчас уже Якутск на связи с Нижним Новгородом. Я предлагаю подробнее узнать о том, как работает связь. В этом нам поможет координатор проекта Мария. Мария, добрый день. Рассказывайте, как нам подключиться к Нижнему Новгороду. Здравствуйте. Получается, у нас каждый час автоматически город переключается. Например, с 3 часов по нашему времени у нас Нижний Новгород, с 4 у нас будет Санкт-Петербург. Переключается это все само автоматически. То есть работает проект с 10 июня? Да, с 10 июня. Как жители реагируют? Жители реагируют очень позитивно, подходит много народу. Вот вчера, позавчера были очень солнечные дни, было жарко, было много народу. Очень нравится это детям, дети подходят, разговаривают с людьми из других городов. Все супер, просто здорово. Насколько я понимаю, это же не просто видеоконференц-связь, там же можно танцевать, можно устраивать флешмобы, петь. Да. Также у нас проходят различные мероприятия. Вот, например, сегодня у нас в 6 часов вечера по нашему якутскому времени будет прямая трансляция с Москвой. И туда приедет актер шоу импровизации Арсений Попов. И он онлайн будет с нами общаться, с нами танцевать и передавать привет. Пока у нас есть возможность, давайте подойдем поближе к экрану. Да, давайте. Что мы можем сделать? Это у нас на связи Нижний Новгород, правильно? Да, у нас сейчас на связи Нижний Новгород. Вот на экране у нас сейчас высвечивается QR-код на наше сообщество ВК-праздники, где можно посмотреть расписание до 18 июня города, что, когда, во сколько, и приходить на нашу площадь. Я так понимаю, мы можем отправить какую-то реакцию жителям Нижнего Новгорода. Давайте отправим им лайк, если это давайте. возможно. Это все с нашего рабочего планшета. Угу. Так, сейчас я отправляю сердечки. У них это высвечивается на большом экране. И давайте еще раз ВК-праздник, давайте отправим им праздничные эмодзи. Да, давайте. Угу. Мария, спасибо большое вам за столь подробную информацию. Такая у нас небольшая экскурсия получилась в Нижний Новгород. Сергей, я думаю, что мы расскажем еще подробности этого проекта в дальнейших эфирах. К этому часу у меня вся информация. Тебе слово. Петя, спасибо. Наконец-то мы дожили до того дня, когда соцсети выбрались из наших телефонов и вышли на площади.